В Чеченской Республике активно продолжаются рейды по злостным неплательщикам. Так, в Ачхой-Мартановском районе газовики принялись за самые крайние меры. Те, кто отказывается платить за потребленный газ, сразу же отключаются от голубого топлива. Уже за сегодняшний день от газа отрезаны несколько десятков абонентов. Ачхой-Мартановский районе рейдовый группу еще совместно с Чеченгазом, с администрацией района представитель шбу Чеченгаз машин ю сварочный аппарат что он дах едяш долг еш сер дах едяш что он царь что он наказывать бяш что он беш бол бук ах чалуша несло цавик сварки цан дацахад что он цахич несло. Вместе с газовиками участковая служба, представители района и сельской администрации. Одним словом, все представители, которые входят в оперативный штаб, созданы в муниципалитете. От 30 и выше юлиновой 30% погасить на месте ич бюч дукка хадула мацаляи война на их газ хеду цель моя ци вой и лекахватинак, но ахч халуш сахильче вой газ хочу бесплатно мояти России. Ахче вой дук миллиард уже задолженность республики. Цунах рэттан актуальный диалог вопрос. Посетили должников и судебные приставы. В Ленинском районе Грозного провели очередной рейд по взысканию задолженности за услуги ЖКХ. В основном это жильцы многоэтажных домов, которые длительное время уклонялись от оплаты. Однако звонок в дверь изменил ситуацию некоторых должников. Большинство из них пообещали сегодня же оплатить услуги ЖКХ. Мы предметно работаем для того, чтобы дать возможность гражданину, который хочет оплатить долг в добровольном порядке, такую возможность предоставляем. И в частности, наверное, в 50% случаев должники после явки судебных приставов в адрес добровольно оплачивают сумму долга. После поручения главы республики усилить работу по взысканию долгов ЖКХ, численность желающих оплатить свои услуги в ЕРКЦ увеличилась вдвое. В этом месяце оплачено на 150% больше, чем в ноябре. Приходят люди, у которых, то есть, долги имеются более 100 тысяч даже. До сих пор у нас таких клиентов не было. Обычно платят одни и те же люди, которые регулярно платили. А вот сейчас видно, что рейдовые мероприятия позволили сдвинуть с места те квартиры, которые вообще годами не производили оплаты. Только предприятиям ЖКХ города Грозный население должно вот на сегодняшний день 695 миллионов рублей. Ну, на начало периода было 800 миллионов. Рейдовые мероприятия, по словам членов оперативного штаба, будут проводиться ежедневно, пока сумма оплаты не станет стопроцентной. По итогам года Рамзан Кадыров проведет расширенное совещание. К этому времени ситуацию на местах нужно изменить в наилучшую сторону, поскольку, как отметил глава республики, спрос будет жесткий. Ахмед Джабраилов, Хавай Жимунаев, Дени Хавхаров. Новости.